Маршал Душек, здравствуйте. С вами Табар Хаджимурадова. Я приветствую всех, кто смотрит Новости 7 на канале Грозный. Все, что случилось за неделю, еще много интересного в нашей программе. Так смотрите сегодня. Чечню посетил Александр Хлопонин. Инспекция по объектам, дань уважения погибшему президенту, помощь в ликвидации последствий стихии и еще много запланированных и реализованных встреч. Как прошел визит московского гостя, что увидел и какую оценку дал увиденному. Первый звонок. Учебный год начался, вместе с ним началось и решение проблем трехсменки, открытие новых учебных заведений, торжественные линейки и море пожеланий первоклассникам и выпускникам. Как прошел День знаний в Чечне. Слухи о похищении политолога Руслана Мартагова оказались не только необоснованными, но даже смешными. Шутит на этот счет даже сам виновник торжества. Похищен был зеленым змеем. Зеленый змей угрожал мне посадкой печени на голову. А зеленая змея это что? Зеленый змей – это алкоголизм. Алкоголизм, да? Водка называется. Всю ночь провел с другом и сам, живой и невредимый, вернулся домой, к родным и близким. Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти оказались преувеличенными. Во время паломничества с наступления месяца Зульхиджа жители республики отправились в Мекку. В этом году из Чечни в Саудовскую Аравию поехали более 1500 человек. Как готовились к самой важной поездке в своей жизни и чего ждут от посещения самой главной святыни мусульман. Грозный готовится к юбилею. Уже выделены средства и составлен план. В столице Чечни исполняется 200 лет. Праздник ожидается через 2 года, но организуют его уже сейчас. Как строился город, как он стал самым зеленым на Кавказе, как исчез под руинами и как заново родился. Богатая история города воинской славы. На неделе в Чечне с рабочим визитом побывал вице-премьер правительства России Александр Хлопонин. Вместе с главой республики он посетил различные объекты, встретился со школьниками, студентами и обещал поддержку федерального центра в ликвидации последствий недавней стихии. Напомню, восстановительные работы в республике начались сразу же, не дожидаясь помощи извне. Такое поручение отдал глава республики. Многое уже сделано. Подробнее о высоком визите Ислам Агамадов. Пасмурная и ветреная погода в столице Чечни не помешала очередному приезду высокопоставленного федерального чиновника. Заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин прилетел в республику с рабочим визитом 1 сентября, в День знаний. В аэропорту Грозного его встретил Рамзан Кадыров. Тепло поприветствовав друг друга, они отправились в родовое село Кадыровых, Центарой. Александр Хлопонин посетил могилу первого президента республики и отметил роль Ахмата Хаджи Кадырова в установлении мира в Чечне и защите территориальной целостности России. Гостя по традиции встретил председатель Совета Алимов республики СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Вице-премьер страны отметил, что Ахмат Хаджи прожил героическую жизнь, которая полностью была посвящена борьбе за справедливость. Мы все чтим память этого человека, уважаем. Спасибо каждого гражданина России. Священный долг помнить таких людей, дать им дань уважения, чтить и на их примерах воспитывать будущее поколение. Уже позже на совещании в Грозном вице-премьер интересовался масштабами разрушений, нанесенных ударом стихии на прошлой неделе. 23 социальных объекта и около 600 жилых домов остались без крыши и заборов из-за сильного ветра и ливня. Больше всех пострадали Грозненский, Урус-Мартановский и Натеречный районы, а также столица. Буквально все видели, какое, скажем, трагическое событие произошло, когда стихийное бедствие, ураган, пострадал ряд территорий, к сожалению, и девочка одна погибла. И я бы хотел спросить, как обстоят дела и какие необходимы в этой части дать поручения. Сразу после ливня был создан оперативный штаб, и больше половины объектов уже восстановлено по поручению главы республики. По словам министра экономического, территориального развития и торговли Чечни Абдулы Магомадова, к 1 сентября приведены в рабочее состояние все пострадавшие школы, кроме одной. Из 4 объектов здравоохранения успели восстановить только 1. Еще идут работы в 7-й поликлинике, госпитале ветеранов войн и центральном роддоме. Сильно пострадала и городская инфраструктура. Бедствие произошло внезапно, и к устранению его последствий приложены все силы, рассказал глава Чечни.
Примерно больше половины, можно сказать, людей восстановили мы со своими силами, не дожидаясь бюрократических систем. У нас их вполне существует. У нас министр экономики Абдулла Магомедов занимается этим вопросом. Если вы разрешили, он более подробно там в 200 словах доложил бы. Всего сельских поселений 17 населенных пунктов. Это более 597 на сегодняшний день, почти 100 домов. Социальная инфраструктура, половина жилых домов нами уже оперативный штаб, кто работает, уже дома восстановлены. По инфраструктуре также ведутся восстановительные работы. В целом из объема восстановительных работ где-то в пределах 247 домов частных домовладений и более 10 домов муниципальных многоэтажных домов сейчас на стадии восстановления. Кроме понесенного материального ущерба, затронувшего 17 населенных пунктов, есть и человеческие жертвы. От полученных травм в больнице скончалась одна девушка. Еще 4 человека пострадали. Александр Хлопонин отметил, что даст поручение Министерству по делам Северного Кавказа об оказании помощи региону в возмещении понесенных убытков. Давайте мы сделаем так, я в обязательном порядке прилечу, и я, во-первых, ускорю наши, как бюрократические процедуры по федеральной линии, будет быстрее представлять эти документы, а плюс к этому я дам поручение Министерству по делам Северного Кавказа совместно с нашими предприятиями, курорты Северного Кавказа, Корпорация развития Северного Кавказа, принять самое активное участие в восстановлении объектов, социальных объектов, не только пострадавших районов. Это очень важно, здесь действительно надо не затягивать и помогать людям оперативно. Хотя я и так понимаю, что Рамзана Ахматовича не бывает ничего не восстановлено, но тем не менее здесь мы все должны принять активное участие. Возможности для региона и такие, как вы знаете, и для нас очень будет большая поддержка. Спасибо за то, что вы уделяете нам внимание в таком формате всегда. И вам Чечня не ново, вы сами занимались, вместе восстанавливали разрушенные объекты, строили мирную жизнь. А это уже встреча со студентами в стенах Чеченского госуниверситета. Они готовились к ней задолго до этого дня. Ректор госуниверситета, приветствуя собравшихся, вспомнил встречу 2010 года и рассказал об изменениях, которые произошли с тех пор. Чеченский государственный университет постоянно чувствует поддержку и внимание, оказываемое вузу со стороны главы Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Подтверждение чему являются новые учебные корпуса научной лаборатории, оснащаемые современным научным оборудованием. Сегодня на активной стадии находится строительство университетского кампуса. Университет взаимодействует с некоторыми ведущими вузами Российской Федерации и зарубежья. Беседа со студентами прошла в теплой и неформальной обстановке. Такой тон встречи задал сам глава республики, попросив спрашивать обо всем, что их интересует. Можете задавать любые вопросы. И давайте мы нарушим протокол. И, как по-свойски так. Мы не старые люди, мы не такие политики так важные. Мы с земли, поэтому хорошо, спасибо вам, что вы подготовились, позаботились о нас. Так бережно относитесь там, чиновникам, так скажем, такого важного ранга. А мы люди, так сказать, из мира, поэтому постараемся отвечать. Здесь показали очень здорово в ролике, что в 2010 году я присутствовал в апреле в старом корпусе. Не прошло и 6 лет, вы уже в новом корпусе. Поэтому, когда про кампус будете спрашивать, люди отчитываете 6 лет, и все будете в новом кампусе еще. Каждый раз будет что-то новое. Раз 6 лет будет хорошей традицией. Но если серьезно, полностью поддерживаю Рамзана Ахматовича по поводу того, что давайте не по протоколу пойдем, а действительно, если есть какие-то интересные вопросы, и просто такие вопросы, которые вас беспокоят, вы готовы честно, искренне ответить все как есть на самом деле. Спасибо большое. Интересовали студентов не только вопросы, связанные с учебным процессом. Александру Хлопонину пришлось вспомнить свои студенческие годы и поделиться мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу. Несмотря на то, что учебный год только начался, о выпускном студенты думают уже сейчас. Надеются получить дипломы из рук главы республики. Выпускники 2016 года в подарок от вас получили просто замечательный и запоминающийся выпускной вечер. На самом деле это большая честь для каждого из нас, для студентов, получить диплом о высшем образовании с ваших рук. И вопрос у меня такой. Сама я являюсь, точнее буду выпускницей 2017 года, и станет ли традиция проведения подобных выпускных вечеров с вашим участием? Действительно,
Для меня, знаете, какой стимул встречаться с такими красивыми, умными, образованными людьми. Просто наши старики, господин Байханов, Саидов, им не нравится, что я намного красивее и моложе выглядел. Поэтому они предпочитают всегда оставаться в узком кругу и провести такие важные мероприятия у себя. И обязательно это будет для нас продолжаться, пока мы есть. Студентка второго курса факультета журналистики Фатима Абуязидова поинтересовалась, каким должен быть настоящий журналист и чего не хватает современным представителям СМИ. Вас читали, вам доверяли, вы должны быть профессиональны и объективны. Поэтому, с моей точки зрения, это самое важное в любом журналисте. Он должен не просто выдавать набор информации и интерпретировать в пользу того или иного человека, а быть объективным и давать информацию для того, чтобы люди могли качественно воспользоваться. Журналист должен быть человеком. И он должен исходить из той ситуации, которая складывается в государстве и регионе. Не стараться продавать честь, совесть, достоинство за копейки. Не стараться делать себе авторитет на чужих бедах. Он должен стать вспомогательным органом. И если он хочет помочь, он должен найти обязательно общий язык с той властью, которая существует. В одиночестве у журналиста, будь он правозащитник, будь он все что угодно, у этого человека ничего не получится. В настоящее время Чеченский госуниверситет возвращает себе звание одного из лучших университетов Северного Кавказа. Здесь учится более 15 тысяч студентов, функционирует 10 факультетов. Профессорско-преподавательский состав насчитывает 34 доктора наук и почти 150 кандидатов. Студенты поблагодарили главу республики за возможность обучаться в Европе. На встрече присутствовали и студенты из немецкого университета Любек. Я первый раз в Чечне, как и все мои однокурсники, не только в Чечне, но и в России в целом. Мы видели только через интернет, у нас не было такой обширной информации про Чечню, и мы очень удивлены, в первую очередь, гостеприимством. Вместе с главой республики гости посетили еще несколько образовательных учреждений. Ислам Агамадов, Дауд Куруев, Новости 7. Александр Хлопонин вместе с Рамзаном Кадыровым пожелали успехов ученикам. На неделе во всех школах республики прозвенел первый звонок. Начался новый учебный год. Торжественные линейки, белые банты, море цветов, воздушные шары и напутственные слова. Особенно волнителен этот день для тех, кто впервые переступил через школьный порог. В этом году в первый класс пошли около 30 тысяч детей, а свои двери этой осенью открыли 504 школы, в том числе и 19 новых. О Дне знаний Хадижа Гугуева. Утро 1 сентября Рамзан Кадыров начал с посещения торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний в своей родной школе. На праздник первого звонка глава республики пришел в компании вице-премьера российского правительства Александра Хлопонина и первого заместителя министра по делам Северного Кавказа Одесса Байсултанова. Школьники поприветствовали их исполнением гимнов России и Чеченской Республики. В своем выступлении Кадыров поздравил собравшихся с Днем знаний, а также отметил, что на сегодняшний день руководство региона принимает все необходимые меры для повышения показателей качества образования в республике. Это касается как программы обучения, так и благоприятных условий, активно создаваемых в образовательных учреждениях. Я от души поздравляю всех с началом нового учебного года. Особенно хочется пожелать доброго пути первоклассникам. Их у нас в этом году более 29 тысяч. Республика достигла больших успехов в развитии. Эти достижения надо сохранить и приумножить. Для этого нам необходимы квалифицированные специалисты. Команда нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, создала для вас все условия для учебы. Построено более 500 образовательных организаций. Только в наступающем учебном году откроется 19 школ. Дорогие ребята, мы хотим, чтобы вы росли сильными, здоровыми, умными, стали настоящими патриотами Родины, гордостью нашей республики. Желаем всем отличного учебного года. С Днем знаний.
Далее глава региона вместе с гостем посетила открытие нового корпуса губернской школы номер 5. На реализацию этого проекта ушло чуть меньше 2 лет. Построенный в рамках федеральной целевой программы «Юг России», он рассчитан на 600 ученических мест, что позволило решить проблему трехсменки. Кроме того, новый корпус принял в своих стенах учеников из других школ города, которые также испытывали неудобства из-за трехсменного графика обучения. Эти и другие положительные явления, происходящие в регионе в последнее время, отметил вице-премьер Александр Хлопонин. Теми темпами, с какими сегодня развивается республика, как строятся школы, учреждения здравоохранения, я думаю, что сегодня республика выходит на первые роли среди всех субъектов Российской Федерации. Мы сегодня гордимся тем, что вместе с вами нам удается совершать такие грандиозные проекты на территории Российской Федерации. Рамзан Ахматович, от всей души хочу вас поблагодарить и всю вашу команду, которую действительно вкладывает свой труд, душу в развитие республики. И хочу еще раз всех вас поздравить с праздником, пожелать удачи, успехов. И Чеченской Республике, и нашей стране нужны очень талантливые, современные дети. Но самое важное, чему здесь мы сегодня учимся, мы об этом сегодня с Рамзаном Ахматовичем говорили, это мы сегодня в наших школах должны воспитывать глубочайшую любовь и уважение к своей родине, к старшему поколению, к нашей стране. Поэтому еще раз вас всех с праздником, удачи, счастья, успехов. Учебный год начался и в Суворовском военном училище. В приветственном слове Рамзан Кадыров выразил свое уважение юным суворовцам, добавив при этом, что избранный ими путь один из самых сложных и ответственных. Суворовское училище, академия, بالخ شبيزة بيش دعوش خلش مخ أول خلشي دعونا وقلي حال شو نوقع عام وش دق باتريتيزميو باتريوت إميلون أرشي إز شيء هم شيء ليشني هم سيميال شيء ليشني جزنال هما شيء محقق وما هم حال ضخ شو قطعنا إذا كنتي ونقش شو عمود خلتي أرش بعد النشكح الله بعد النشكح زلبير وزنان ويجري خلا لور بريتيه نحشي قوام تاع خلبلت وام قزل أرش ويدايش لين ويجرش وينانوش لور باسر صنع ومودعنا وينقوش له دياسية تعتزيل خدمة شكاح تغنى دعنا بلش طبعا بلغ بغدوس تو كمبنساتسيا لوسون قصوم لوسون ديسون لوسون بوش عيتب زريش هور دين عن نحشي جاي إذا نشكاح كلش لاتش نحت إرجال يلاش شاش ليدو يخوش نعدانا لن ليش شان حلقة بش ليش جوش بوش ونقطة جاح مارش داخل خواتين تغن وين برخت ديشيت وبرخت وداخل خزهليت وداخل تاتليت تاجينش دانا شي داخل عدله. Завершил глава региона серию визитов посещением Центра образования имени Ахмад Хаджи Кадырова. К прибытию гостей здесь подготовились основательно. Открытие мероприятия возложили на главных виновников торжества – первоклассников. Я на завтрак утром рано съел тарелку кашей манной, ведь пятерочку никак не получишь натощак. Не остались в стороне от праздника и дети Рамзана Кадырова. Ахмад, Эли и Адам подготовили стихи. Какой сегодня славный день, Амирханов открыл поклон нам дверь, Фатиму Руслановну впустил, и ткач наш дружно выскочил. Татарев ей несет букет чабаев, коробочку конфет, девчонки весело, галдя несут кувшины с хрусталя. Учитель, геройская это профессия, не верите, думаете, это весело, да это труднее, чем пахать, воевать, и строить мосты или шахты копать. Ведущей линейки в честь Дня знаний выступила дочь главы региона Хадижа, которая помимо этого исполнила для собравшихся символическую песню. Мы в нашей школе именем героя путевку получаем в жизнь, чтобы Чечня не знала горя, во благо своей родины учись. Те знания, что дает тебе учитель, ты с уважением принимай. Никогда, Ахмад Хаджи, заветы, пока ты жив, мой друг, не забывай. Пока ты жив, мой друг, не забывай.
Композицию, посвященную родной школе и любви к учебе, исполнили Хутмат и Табарик Кадыровы. Традиционно к концу торжества школьники запустили в небо воздушные шары, а завершилось мероприятие символическим школьным звонком. С наступлением учебного года в республике около 260 тысяч учеников сели за парты. Школ в регионе насчитывается более 500. Однако еще нерешенная полностью проблема трехсменки продолжает увеличивать это число. До конца этого года в эксплуатацию будут введены еще 4 школы. Хадижат Гугуева, Дауд Куруев, Новости 7. Накануне Грозный чествовал чеченских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Во главе с Рамзаном Кадыровым колонна автомобилей и мотоциклов проехалась по центральным улицам города, и уже после этого спортсменов поздравили более торжественно. Глава республики отметил, несмотря на то, что ребята не завоевали золотые медали, они все равно являются победителями. Их участие в Олимпиаде до последнего момента оставалось под вопросом из-за искусственно раздутого допингового скандала вокруг российской команды. Несмотря на психологическое давление и предвзятое отношение судей, сборная России выступила достойно и заняла 4-е место. Итак, вернемся к чествованию чеченских олимпийцев. Одно только участие в таком количестве на Олимпийских играх для маленького региона уже успех. Тем более, что весь спорт здесь буквально заново родился чуть ли не 15 лет назад. И вот сегодня олимпийцев, уроженцев Чечни, сразу 7 человек. И было бы больше, если бы не раздутый мировой скандал вокруг российских спортсменов, многих из которых в итоге так и не допустили к играм. Исламбек Альбиев, Анзор Балтукаев, Адлан Абдурашидов, Аптиаухадов, Альберт Царитов, Адам Малигов. Вряд ли во всем мире найдется хоть один любитель спорта, который не слышал эти имена. Сотни жителей Чечни сегодня вышли на улицы, чтобы отдать дань уважения спортсменам, которые на главной мировой арене защищали честь страны и своего региона. Вместе с олимпийцами и глава Чечни колонна проехалась по главным улицам Грозного. Ближе к ресторану «София» участников прошедшей Олимпиады встречает живой коридор из обычных спортсменов. Представители практически всех популярных в регионе видов спорта. В руках у собравшихся плакаты с изображениями виновников сегодняшнего торжества. Тех, на кого они сами стараются равняться. В своем выступлении Рамзан Кадыров отмечает, что еще недавно никто и не верил в такие успехи. Чеченский регион в короткий срок громко заявил о себе. И не только в спорте. Дальнейшая задача – утвердиться на этом уровне. Dacă ești uiți ața ești dar mă la doamă, uite daim țac doi doamă, daim uiți țac hel doi amad hașwein, daim mana bitna gtuala man yaqbu, de la doamă, وين دونا خاديش دقة حدنا نشوفها طولن بق أربعين أمسر السوق أحيك ديش دونا تان دونا وين أول دق دوسو نحشي خلج طول ويز ده ديسيدن دكم درع نحشي خلج طول دونا ده لا دونا صبوسل بخلج طول ويز ده عبوسل بخلج طول ديك در دونا ده لا ده ربو دنا نشوفها بوسل بناخ كيرس ناتطرق يتن بيت وشابه كان دو يمد يعني بوسل بناخ شيخ يتن بيت وشديلي وشابه تون der إخا ديز وين مسنا دون تون der مسا وقع يقع ديز وين مسا دونه وين مخ دون وين قوم دون ديكس أياك ديز دون وين سبورتسمانش أولمبيش وين دونه رسيح
Европе, мире, мусу мета дигве махцеяку, вы комцеяку, вы пачалцеякуч. Так, дабанч мета, вы нюк амбеш. Так, вы дон чемпионат России дон, вы карибский борьбе дон, вы ечена дон, вы эльбио дон, так, вы дон انظر بوتوكاز وين بيمبو اليوم وين دونا عبد الرشيد وحياك كان شو وين بيمبو اليوم دونا وين مثلا خاشدو دلع دونا تسبعنا شيء بيدونا هم نسوش دات ترن وين هينس خلال الأولمبياد مثلا دونا نتولك هكار يخرج بالأولمبيش دونا تشامبيونش بودوش تشامبيونش دونا مثلا مثل يوتش داك وين دونا مخش متع دونا نقولوا ويش خلديش نخ وين دونا وين جوش بدري دون предвзятые отношения дон целым до Российской Федерации дон до конца дон вы дон олимпийцы дон не давали надежду, что они будут участвовать до конца давили дон психологически давили дон и плюс дон судья дон эльбию лечен дон вы из-за вы гуш дорда ночи дон أربك أدول ويشوات متول ويشوات حقول ويشوات دون إذا دون لتشينا دون شو تعلت عم قديش دات دون إذا لت دون طولن باك لقوال ويشو دون شو دقع كتعلت عم خل ديش دات شو ديل دار مولا دون وي ناقوش وي بجرس كوبو هراك دون أش دون تغن دون خيلك شادك ديتسنا كسوق أحيا جوانا يو أيوه صرنا عن شكادونا وأيل بورتيح مصو دعلا دانا زمي وقو تج زدا بيردانا إشكرت أبال بلل دانا ويجاك أم بيزبوه هنا تيجي أتو وزموش يخا ويدان تيجي مكش الله يو تكنيكا يو مصو أغوى يو ويدانا يلي الأصل يسوس دواتيش دانا لكن تغن كاك ديك جدا دانا وريسبوبليكا سبورتن يش ديماني يو سونا دانا هوش وي مسير داعي بركتيلا دون دار دون إس أتو بوش مصو وشم دون لرديش داع دويل وي سلخن وي دون سبورت علات إيش كمل دير داع ساعات يش واتر دون بويس دون أولمبيادي وان نوختشو أولمبياد علتش شاويق نوختشي دون سوز نيوان دير دوش فرق دون بويس تولد عبوش شاويق ترى بري يلا نوختشي دون أولمبياد خيلر لكن قي بغبيش والأبتي خل آدم خل بغبيش بش لكن несправедливость دون в отношении Российской Федерации دون к спорту دون تا политизатор бандош спорт дон бغبيش بس سبغر бандош وي دون кандидаты дон на олимпийские дон игры дон я ворк дон нохши хиллер дон что говорит уже за короткое время мы заявили о себе дон мы состоялись дон во всех дон направлениях тундел дон да мола дон мы будем утверждаться дон да да белка тивел да рету бол да босо вот Аллаху акбар Аллаху акбар Аллаху акбар. Участники Бразильской Олимпиады получили сегодня медали, не спортивные, а за заслуги перед Чеченской Республикой. Также из рук Рамзана Кадырова спортсмены получили ключи от 7 новых автомобилей. Первым свою порцию бурных оваций получил бронзовый призер Олимпиады 2016 Альберт Саритов. Борец вольного стиля выступал в Рио за сборную Румынии. Медали получили и чеченские тяжелоатлеты, члены сборной России, которые Международным олимпийским комитетом не были допущены к играм. Апти Аухадов и Адам Малигов. Уже в зале спортсменов ждал торжественный ужин и концертная программа от звезд местной эстрады. Рамзан Ахматович, герой России, глава Чеченской Республики, устроил нам сегодня такой праздник для всех спортсменов, для всех олимпийцев. Дорогие подарки нам подарил. За это, конечно, огромное спасибо. Мы не ожидали, мы не думали. С его стороны поддержка всегда, не только когда мы выигрываем, но и тогда, когда у нас бывают вот такие провалы на соревнованиях. Приятно было сегодня, что глава республики нас поддержал в такой нелегкий момент. Молодой, результат, внимание, что любой человек внимание пугаешь. Основание то, что на тебя такие очень большие надежды возложены. Просто даже осознавая то, что Рамзан Ахматович ждет от тебя победы, дает тебе дополнительную нагрузку. На этом празднике даже стыдно находиться, честно. Столько уважения, столько всего он делает для спорта, и от нас требуется просто хорошо отбороться. Впервые вайнахские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх еще в 1988 году в Сеуле. Чемпионами за всю историю становились около 10 человек. Один из них, трехкратный чемпион Олимпиад Буайсар Сайтиев, сегодня присутствует в зале. Глава Чечни попросил молодых спортсменов равняться именно на таких великих людей, которые не только выдающиеся чемпионы, но и настоящие мужчины. По завершении концертной программы в честь чеченских олимпийцев Рамзан Кадыров сделал памятную фотографию с участниками состязаний в Рио, а завершился торжественный
торжественный вечер салютом. Уже на второй день Адлан Абдурашидов активно ездит на своем новом автомобиле по улицам родного села. Участник прошедших Олимпийских игр благодарит Рамзана Кадырова за столь щедрый подарок и отмечает, что в следующий раз приложит максимум усилий и постарается выиграть награду высшей пробы. Несмотря на неудачу Бразилии, Рамзан Ахматович отметил даже тех, кто вернулся оттуда с поражениями, подарил нам вот такие машины, за что ему огромное спасибо. И вообще за прошедший олимпийский цикл у нас было очень много и чемпионов мира, и чемпионов Европы. И вне всякого сомнения это результат пристального наблюдения и внимания со стороны главы Чеченской Республики. Я уверен, что Далмула уже в следующем олимпийском цикле у нас будет не один чемпион. Выражают благодарность главе республики и родственники спортсмена. Они отмечают то внимание, которое Рамзан Кадыров оказывает чеченским спортсменам и вопросу развития спорта в регионе. Нетрудно поверить, что этот парень настоящий танк на ковре. Участник Олимпийских игр принимает очередных гостей. Анзор Балтукаев с гордостью демонстрирует подарок главы Чечни. Такое внимание со стороны Рамзана Кадырова, по словам спортсмена, большой стимул для подготовки к будущим достижениям. На следующее соревнование старте дух поднятия, шкамелца, массу характер, массу поддержка яща, так массу на ой Россия аличный сада массу дуня чабо, хал на дух массана халга, so хазнесан соу хочлина тона, тон хазнесан юакам бинат so массу халга тон лешина, so дэшлега ходуня ча, алишоша со спортяо. دخان ياتك إذ خانة يا دل سون جين هما دا يسحني خيش جسوا دراسة شاليل وشما دا تسيتا سودين دو سووا تهنيس عن دوق سووا تخص نتوش تسون خصوصا ما سيتا ندنا توتا سودين دو سووا دا ساب دل مسانا إيرا دل ريز خير خصوصا إيواتسع ويشياسا. В семье Балтукаевых спорту уделяется особое внимание. Отец Адам – кандидат в мастера спорта сразу по 3 видам единоборств – дзюдо, самбо и вольная борьба. С детства прививал сыновьям дух борьбы. На первых для Анзора Олимпийских играх сильно переживал. Олимпийские игры, соревнования, Олимпийские игры из-за Вайнмаха, олимпийский чемпион из знаковой фигуры бокса Хунду. Переживание, что я не столе переживание с бадедич. От не хило переживание. Сейчас до кучо хили хирсона, вей молодежь, вей кигинах. Именно и спорт ничего чубир не бу. Мичха иш бахчи иш бахан са. Шкемыш бян табякша. Несмотря на неудачное выступление чеченских спортсменов на Олимпиаде, руководство региона не оставило их без должного внимания. Настоящие бойцы, которые, несмотря на колоссальное давление на российских спортсменов, достойно представили страну. Для самих олимпийцев это еще один стимул не сдаваться и еще с большим рвением идти к заветной медали. Ислам Агамадов, Рамзан Джамбеков, Хамзат Аюбов. Новости 7. Все меньше времени остается до единого дня голосования, и все жарче становится борьба между кандидатами. Напомню, выборы состоятся 18 сентября. В Чечне будут выбирать главу региона, депутатов Госдумы, парламента Чечни и представительных органов муниципальных образований. Свои двери в этот день откроют 468 избирательных участков. Подробнее Магомед Салтымурадов. За 2 недели до дня единого голосования в Чечне заработали все участковые избирательные комиссии. Начался заключительный этап предвыборной подготовки. Устанавливаются кабинки и урны для голосования. Дело осталось за малым. Скоро избиратели получат пригласительные. Со 2 числа мы с моим заместителем начали работу. И, в общем-то, наш участок вполне готов. У нас по спискам 2504 человека. И, надеюсь, мы справимся.
18 сентября в Чечне пройдут выборы 3 уровней – федеральные, региональные и муниципальные. Прямые выборы главы региона, депутатов Госдумы страны, парламента республики и представительных органов муниципальных образований. Всего в регионе пройдут 195 муниципальных избирательных кампаний в 2 городских округах, 15 муниципальных районах, 2 городских поселениях и 176 сельских поселениях. Трехуровневые выборы в стране проходят впервые, поэтому избирателю будет немного непривычно. В день голосования он получит до 6 бюллетеней. 2 для голосования за депутатов Госдуму, еще 2 для органов местного самоуправления, для парламента республики и выбора главы региона по 1. Нашему избирателю придется не очень-то легко, потому что в этот день избиратель на руки получит 5 или 6 бюллетеней. Поэтому ему придется долго думать и осознанно сделать свой выбор. В единый день голосования в Чеченской Республике откроется 468 участков. Для всех избирателей, согласно букве закона, созданы равные условия. Установлены пандусы и специальные кабины для инвалидов-колясочников. Ориентироваться на избирательных участках смогут даже незрячие. Памятка для голосования избирателей инвалидов по зрению. Вот здесь порядок голосования, а в этой брошюре это политические партии. Не все, оказывается, умеют пользоваться азбукой Брайля, читать, писать. Но те, которые умеют это делать, им это очень помогает. Проголосовать в этот день смогут даже те россияне, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Особенно это актуально для большого количества паломников, которые совершают хадж и вряд ли успеют вернуться к этому времени в страну. В городе Эр-Рияд посольством России будет организовано голосование для избирателей. А в Жидде консульским учреждением Российской Федерации тоже будет организовано голосование на федеральных выборах. На выборах в Чечне традиционно наблюдается высокая явка. Это говорит об активной гражданской позиции населения и о том, что избиратели поддерживают местную власть. Такую же явку в избиркоме ожидают и в этот раз. Надо воспользоваться этим правом. 18 сентября я обязательно пойду на выборы и проголосую за тех кандидатов, которых считаю достойными. Я считаю, что каждый должен отдать свой голос и не оставаться в стороне. В рамках предвыборной гонки кандидаты проводят встречи с избирателями, просят не оставаться в стороне от главного политического события года и проявить гражданскую активность. سنة تيرتون تياقي أشدي أنا دقمش حلقة دقوي ورسيا أنا حلقة نقطة شوية أمس بريميريا وشير هينز شو ما خد ديك شو منس دي أنا بريميريا وشير ترى صوتياش نقولش دي أنا ويبرستوس وسادي أنا وريسبوبليكا ريسبوبليك يوشو يوقش حلوري أنا أشوف ما تعرف كده شو دي أنا إتبوت يعني شو حلقة دي ترجع ودي أنا أعمد عشانية ها ويقول باتش رمضان حاجين كل ذاك كنا واستيخل نوعي خلقنا واستيخلا شوية تخينا واستيخلا. Предстоящие выборы должны пройти на самом высшем уровне, без единого нарушения. Такую задачу глава республики поставил перед региональным избиркомом. Насколько она выполнима и как сильно изменится политический расклад в стране, станет известно после 18 сентября, когда и состоятся выборы. Магомед Салтмурадов, Руслан Яхяев и Дауд Куруев. Новости 7. Политолог Руслан Мартагов, пропажу которого либерально настроенные СМИ пытались повесить на руководство Чеченской Республики, нашелся живым и невредимым. А что самое интересное, нашли его в его же доме, куда он вернулся после продолжительного банкета у друга. Мартагов не терялся и уж тем более никто его не похищал. Это он и сам подтвердил в беседе с нашими журналистами. После 2 суток безрезультатных поисков Руслана Мартагова обнаружили у себя дома, в одной из частных квартир, что он снимает прямо в центре села Знаменское.
Узнав о пропаже, глава администрации Натеречного муниципального района Шамиль Куцаев, как бывший оперативник, лично возглавил его поиски. На второй день пропавший объявился сам. Мартагов признается, вся эта история с его исчезновением всего-навсего выдумка, стечение обстоятельств. Я наводил про вас справки, так как бывший начальник милиции, как и бывший опер, все варианты испробовал, чтобы дойти до сегодня до вас, найти вас, переговорить с вами. Но я про эту квартиру не знал, правда. Это, пока мне сегодня, который я человек отправил, он говорит, а у него вот тут неподалеку от вас съемная квартира есть, может он там. Мы приходим, вы на месте. Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти оказались преувеличенными. Я 1 числа был на совещании. 1 сентября Мартагов принимал участие в совещании экспертного совета по вопросам легитимности ичкерийского режима, что проходило в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. По пути домой ему позвонил старый знакомый, пригласил в гости, чтобы отметить день рождения. Отмечали долго, разговор затянулся на несколько часов. И тут приходит известие, где-то уже во второй половине ночи, что у него родился внук. То есть день рождения деда и день рождения, получается, внука. Ну, естественно, наше снятие стресса продолжилось в усиленном темпе. Понятно. Телефоны, про телефоны я, можно сказать, забыл. Ну, думаю, позвонят, если что надо, значит. Родственники долго не могли дозвониться до Руслана Мартагова. Телефон был выключен. На следующий день, 2 сентября, старший сын по совету знакомых написал заявление в полицию и прокуратуру о пропаже отца. Учитывая прошлое Мартагова, родные сильно беспокоились. В период развала СССР и последующие годы он выступал против Ичкерии и дважды за это был объявлен врагом народа. Приговорен шариатским судом к смертной казни. К тому же в последнее время на его телефон поступали анонимные угрозы в связи с этим, говорит старший сын Мартагова. Извещение тат журналист Сомали Лошхильчтага цац анонимный угрозы так воник тогда нет короче. Тана сатин хру веган хру да хрду ухрду цахуш пока аштар. Сом может по трассе проехать на аварим цаинати эла дагди эдас. Либеральные СМИ подхватили эту новость и начали, как обычно, в лучших традициях желтой прессы раздувать историю пропажи. Причем исчезновения напрямую связывали с руководством региона. Пытались в глаза общественности сделать из Руслана Мартагова влиятельного политолога, журналиста и правдоруба, который рискнул плыть против течения и, как следствие, поплатился за это. Однако все старания либеральных СМИ разбились как яйцо об стену, когда на второй день загулявший Мартагов все же обнаружился, живой и здоровый. После дружеских посиделок, которые продолжались всю ночь, он додумался подзарядить телефон и позвонить родственникам. Много пропущенных звонков. И позвонил, значит, сказал, что все нормально. А позвонили кому? Дочери позвонил, сыну позвонил, значит. А потом опять его на зарядку поставил, он отключился снова. Первый год, алхамдулиллах, дал хастам биох. Так, дикду могш мяшхлер уже боккабу элда. Это недоразумение желтая пресса все же сумела обыграть в свою пользу. В преддверии любых важных политических событий в России из-за информационного голода либералы не брезгуют даже такими, в кавычках, новостями. Делают из мухи слона и преподносят это, как им выгодно. Эта информация, она подана так, что она имеет тенденцию к продолжению. И вот это уже продолжение, если бы я сегодня не появился, это продолжение было бы направлено против выборов и против нынешней власти, и против всего на свете, значит. Но, как говорится, не получилось. Кавказ-центр, Кавказ-правда, там это такие сайты, которые могут написать все, что угодно. Ну, раз они написали, что я похищен, значит, это автоматом переводит стрелки на нынешние власти. Для Кавказ-центра и для Кавказ-правды это, как говорится, хлебом не корми. После того, как стало известно, что с Русланом Мартаговым все в порядке, никто из либеральных СМИ, «Новая газета», «Кавказский узел», «Кавказская правда», которых так сильно волновала его судьба, ни разу почему-то не поинтересовались и не позвонили, чтобы удостовериться в этом. Приходится признать себя виновным в отношении поднятия этой памяти. И просто прошу прощения у всех, кто за меня беспокоился, кто переживал, что вот такой вот безответственный поступок привел к такой ранению.
Эта история могла бы затеряться среди тысяч подобных, если бы не одно «но». Надвигаются выборы. Так называемой оппозиции нужно отрабатывать доллары и евро, что рекой текут из Запада. А тут такой подарок. Человек пропал. Стоит добавить немного желтых красок, интриги и дрожжей для раздутия, и очередная информационная бомба уже готова. Однако хэппи-энда для недоброжелателей не случилось. Бомба не взорвалась. Герой жив и здоров. Магомед Салтмурада, Руслан Яхяев, Дауд Куруев, Новости 7. И смотрите далее в нашей программе. Во время паломничества с наступления месяца Зульхиджа жители республики отправились в Мекку. В этом году из Чечни в Саудовскую Аравию поехали более 1500 человек. Как готовились к самой важной поездке в своей жизни и чего ждут от посещения самой главной святыни мусульман. Грозный готовится к юбилею. Уже выделены средства и составлен план. В столице Чечни исполняется 200 лет. Праздник ожидается через 2 года, но организуют его уже сейчас. Как строился город, как он стал самым зеленым на Кавказе, как исчез под руинами и как заново родился. Богатая история города воинской славы. Эта неделя для всех мусульман мира ознаменовалась наступлением месяца Зульхиджа, как его еще называют, месяца хаджа. С началом этого благословенного времени начинается паломничество в Мекку. Это один из обязательных столпов ислама. В этом году к самой главной святыне мусульман из Чечни отправились более 1500 человек. Как сообщил комитет муфтията по хаджу, около 300 человек поехали в Саудовскую Аравию за счет регионального фонда имени Ахмада Хаджи Кадырова. В дальний и заветный путь паломников проводила и Хадижа Гугуева. Семья Исраиловых в узком кругу собралась за общим столом. Повод самый что ни на есть радостный. Хозяйка этого дома прямым рейсом вылетает из Грозного на священную землю в Саудовской Аравии для совершения хаджа. Это не первое паломничество Залубы. Она совершала хадж дважды, оба раза за свой счет. Однако в этом году региональный общественный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова преподнес ей подарок, о котором женщина не могла даже мечтать. Залуба – одна из многочисленных паломников, возможность для совершения хаджа, которым предоставил фонд Кадырова. Посетить священные места Мекки и Медины за счет благотворительной организации в этом году смогут около 300 человек. مسانا برك الله أرسون سو حس أيهو شدقو هانير كشرة ديال بروفنس أيمانيس سون يخلع يخي كشر حس أيهو الشخص ديال رئيس خليل سان رمزنا سنان أيمانينا يكأنت فين يقينوج دال شنك أنت وما جيت ويلسون دال تقوبة ويلسونس دال تيش من ناقصتي ويلسان غيلش ناخن غد يشبولش دالا دنيا شو آخر ديق البوش سقشر دي حريتشو جو خسخيتشو سويتش دريس خليل كده وزوان تو احتو بنيكشوسو. Помимо чеченских паломников, из Грозненского аэропорта в хадж отправляются и жители соседних регионов. Причиной тому послужило малое количество пассажиров на рейсы в Саудовскую Аравию из Ингушетии и Дагестана. В связи с этим руководство Чечни протянуло руку помощи и согласилось предоставить возможность вылета из чеченской столицы. Я бывал во многих аэропортах. Очень хорошие условия и вежливость сотрудников была очень хорошим. И благодарим всех, кто организовал это, организаторов, руководителей регионов за этот радужный прием. Всего в этом году паломничество совершают 1526 человек из Чечни. Все вопросы, связанные с перелетом, пребыванием и возвращением паломников на родину, уже решены. Также верующие прошли специализированные курсы, где ознакомились со всеми правилами совершения хаджа.
دعبي تشان وحا وأعمل حاجة أخوة الفوندو بوش بشورت بو إشتا وإذا سيلا وشدالا حاجة أميلوي تشودال أوبل دويلن إشتا ويتغير دعوي شعوه رئيسيو داخل إشدال مولاها بو دعبوية نوشا أقا يشتغل بو دعبوية ويناخ بو أولي عقستيني شو شامل دولهما وبتشخوت إدلين دولهما وقومنا نوشم أوري من حاجة يتألا يبوح شاق بوخ دال ما شاق بوخ البقوة دال أوبل دويلخو دال شيء دويلخو مسيري. Зуль-хиджа – один из 4 запретных месяцев для мусульман. Особенно ценными являются его первые 10 дней. Именно на этот промежуток времени приходится совершение большого хаджа, священный день Арафа и благословенный праздник жертвоприношения Идаль-Адха. Урбан бут буяр паймар алейхиссалату вассалам шен шуа ибадат даш ибадат саудақин бут буяр оқшу адин доштал ибадат дала қичо саудақш бут буяр. Тағана майтахар рейса хажин цадайха قوي حاجة ويدعبوها وحاجة وشنوقها إشتا شش موسو خينا ما بخيت ترى وباتشع رمزان حاجة سنان أيمان حاجة ديل ريس غيل سنة سارة شيء صرخة حاجة ناه بغيتنا بعنشكاه إناخ تغنا حاجة بخيتر تحسك حاجة وخيتر تيجي دعوة عن سو حاجة لدشخينها عمرت دشخينها سوين يولشوا العمل عبادة يال إذ وخيتين شو دعيازة شو دال ونالشي صوت سوا خيتني تاعنا إزميل دوخ ساعدو ميل بوخ بول بويز هينسال سهو شرنشكا إزرنشكا ناخ إزرنشكا بعنشكا ناخ حاجة ساي خيتوش بخي برش كجي برش بغز برش زعب برش مصو أورا إنا حاجة سبوش دقي ديكنش ساردا دي ويتسان ديل ريز غيلا بو ويقام عالش دشا دال قبول ساعدويل إزخلوش دالا يلش عليه الصلاة والسلام أمتا دال قية بويل. Паломничество в священную Мекку – один из 5 основных столпов ислама. Совершение хаджа хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему на то возможность. Благодаря президенту регионального общественного фонда Аймане Кадыровой число тех, кто совершил богоугодное дело, растет с каждым годом. Хадижат Гугуева, Руслан Ихяев и Дауд Куруев. Новости 7. Чеченская республика примет участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Он пройдет с 6 по 11 сентября в Москве. Участники форума получат уникальную возможность комплексного представления своей продукции для профессиональной аудитории. Экспозиция форума разместится в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Ежегодно в выставочной программе форума принимают участие представители свыше 50 стран мира. В этом году свое желание приехать на форум изъявили министры обороны около 70 государств. Стоит отметить, что Чеченская республика – единственный регион России, представляющий такой масштабный проект, как участник данной выставки. И это не случайно. Регион прославился на весь мир своими уникальными, а главное – эффективными методами подготовки специальных подразделений, которые на деле показали, как можно успешно бороться с терроризмом. Наша делегация уже развернула свой стенд на выставочной площадке. Он представляет собой проект Международного учебного центра сил специального назначения, который строится в Гудермесе. Его проект уникален и не имеет аналогов в мировой практике. Многофункциональный комплекс объединит в себе современные методики и технологии обучения по широкому спектру дисциплин тактико-специальной подготовки. Центр по завершению строительства в 2018 году станет самым большим и современным частным центром в мире для обеспечения подготовки спецназа. Масштабный проект строительства центра ведется на территории более 400 гектаров и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений. Идея создания принадлежит главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Отметим, что гости форума уже проявляют интерес к чеченской экспозиции и изъявляют желание к сотрудничеству. Идея создания Международного учебного центра полностью принадлежит главе Чеченской республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. И данный центр, он будет уникален. Такого в мире центра еще пока не существует. Уникальность его заключается прежде всего в том, что он будет в себя соединять абсолютно все виды боевой подготовки. То есть на базе этого центра можно будет готовиться и тренироваться специальным подразделением разной направленности. То есть на базе центра будет в полном объеме представлена огневая подготовка, тактическая подготовка, тактико-специальная подготовка, водная и дайверская подготовка. В этом году количество участников превысило 1000 человек. Множество иностранных делегаций уже запланировали его посещение, более 70.
И несколько стран даже представили коллективные экспозиции. Из регионов Российской Федерации в этом году здесь представлена Чеченская Республика, на которой будут продемонстрированы возможности Международного учебного центра сил специального назначения, на котором могут пройти тренировку бойцы из самых разных стран. И мы очень надеемся, что это даст толчок к тому, чтобы филиал этого центра появился здесь, в парке «Патриот», уже в самое ближайшее время. На празднование юбилея Грозного выделено более 270 миллионов рублей. В Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия к 200-летию столицы Чечни. Они разделены на 3 этапа и начнутся в этом году. Сам день рождения Грозного наступит в 2018-м. Напомню, годом основания чеченской столицы считается 1818, когда на берегу Сунжи была построена крепость Грозная. Слово Исламу Магомадову. Величественные проспекты, современные небоскребы, длинные улицы с многочисленными парками и зонами отдыха, добродушные и гостеприимные жители. Именно таким сегодня знает Грозный практически каждый житель страны. Совсем скоро эта жемчужина Кавказа отпразднует свое 200-летие. План масштабный, и он уже утвержден. В нем 3 раздела и 46 мероприятий, основные из которых запланированы к реализации в 2017 году. Культурно-массовые акции, реставрационные работы на 12 объектах культурного наследия и ремонт исторических зданий. Все эти детали стали известны после заседания оргкомитета под председательством вице-премьера России Александра Хлопонина. На реализацию запланированных мероприятий из федерального бюджета будет выделено 258 миллионов рублей, около 15 миллионов заложено в республиканском бюджете. На данном совещании заместителем председателем правительства Российской Федерации были даны четкие указания Министерства финансов, Министерства экономического развития Российской Федерации о выделении денежных средств, предусмотренных в бюджете Российской Федерации для празднования 200-летия города Грозного. Встреча прошла плодотворной, и соответствующее было дано указание Министерству культуры Российской Федерации дополнительно об организации следующего заседания оргкомитета и определении конкретного направления по празднованию. Ожидается грандиозный праздник и ожидается большое количество гостей, как и с регионов Северного Кавказа, в принципе, со всей России и зарубежья. За 200 лет Грозный пережил все этапы становления и развития. Крепость, которая переросла в небольшой провинциальный город, ставший затем промышленным центром края. Семимильными шагами развивалась культура, рос промышленный комплекс, строились учебные заведения и другие социально значимые объекты. Более того, Грозный был многоконфессиональным городом. Город в 2017 году, когда были революционные события, тоже активное участие принимал в революционной борьбе. И здесь разворачивались трагические события, это 100-дневные бои против Деникина. Грозный стоял за советскую власть, можно сказать. Потом 30-е годы, это возрождение экономики, индустриализация, сейчас, как говорят, модернизация. Это Грозный становится вторым Баку. Здесь развивается нефтекомплекс, мощный нефтекомплекс, который сыграл свою значительную, надо сказать, роль в годы Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны столица Чечни и грозненцы внесли свою лепту в оборону южных рубежей Союза. От немецких бомб пострадала инфраструктура города и промышленный комплекс. Заслуженную награду пришлось ждать долго. И только весной 2015 года Грозному присвоили почетное звание «Город воинской славы». События 90-х разрушили практически до основания второй по величине город на юге страны. Сегодня же Грозный можно смело назвать городом будущего. Вся история города сжалась как в пружину. И она насыщена такими событиями, о которых я говорила, что для провинциальных русских городов, таких, которые прозябают и где там даже не замутится вода. Здесь в динамике, здесь такие события, просто кружится голова, как говорится. И каждый этап – это готовая диссертация, нужно изучать, смотреть. Еще одна улица, которая тоже впритык, она была к крепости Грозной, это улица Пушкина. Но свое название она получила гораздо позже. Вообще есть такая, мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин был в Южной Ссылке, он написал свое знаменитое литературное произведение «Путешествие в Арзун», где он описывает, кстати, нашего с вами легендарного героя
Бейбулата Таймиева, «Грозой Кавказа». И говорят, что где-то вот приблизительно в этом районе Александр Сергеевич Пушкин ночью втайне встречался с декабристами. Это история, которая сегодня литературоведы немногие поддерживают, но часть литературоведов складывается к тому мнению, что действительно Пушкин был в крепости Грозной. И вот в память о тех событиях у нас в Грозном и была установлена вот эта табличка тем, что назвали улицу именем Александра Сергеевича Пушкина. Таких историй про Грозный Сацита Исраилова знает много. Таким особым, необыкновенным колоритом старого города, по ее мнению, обладает именно эта часть столицы, где пересекаются улица Первомайская, ныне Шейха Али Митаева, и улицы Гайрбекова и Ларсанова. Любит часто сюда приходить. Это были первые улицы Грозного, которые на тот момент вплотную прилегали к крепости. Дома здесь все были одноэтажные, что немаловажно, они отличались друг от друга своим дизайном. Получается, что это сегодня это историческая часть города, и вот она очень, какая-то часть этой улицы сохранилась, она и по духу сохранилась, и, наверное, именно поэтому она горожанам очень многим она близка, особенно тем, кто любит старый город, вот, например, я, которая прекрасно помню город до того, как он разрушился, конечно, я прекрасно помню эту улицу, я очень люблю наш город, я его люблю сегодня, что он такой современный, он совершенно изменился, и если как мы с вами говорили в начале 20 века, разные стили, разные направления, то у нас сегодня больше восточного напоминает города. Это очень приятно. Да, у нас, к счастью, остались еще дома старые, у нас еще есть места старые. И что мне очень нравится, что сегодня вот наши власти сегодня берегут эти дома. Когда переплетается старое с новым, сохраняется преемственность этого города, и мы можем с вами сказать, да, у этого города история, которая длится 200 лет. И не начинается эта история с 2007 года. Это был город, это есть город, и это будет город. Единого архитектурного стиля в период масштабного развития Грозного у города не было. На центральных улицах и проспектах можно и по сей день увидеть кладки в немецком, французском и английском стилях. И вот это переплетение прошлого и современного стилей в столице Чечни является, безусловно, свидетельством богатой истории и придает Грозному особый стиль. Ярким символом того, что где вот старое, новое и восстановлено, это, безусловно, проспект Победы, проспект Путина, на котором мы сегодня с вами вот сейчас располагаемся. Я очень люблю эту улицу, я очень люблю этот проспект. Наверное, очень мало в этом городе жителей, которые не любили бы нашу знаменитую эту аллею, которую мы сегодня с вами находимся. Это была и каштановая роща, была липовая роща, была. И радует то, что сегодня эти молодые деревца, как и наш с вами город, вновь расцветают. Эти деревца растут, они, видите, какие стали большие. И, безусловно, я очень люблю я этот проспект. Здесь, наверное, люблю потому, что на этом проспекте прошла вся моя жизнь. Наш Грозному можно, знаете, смело сказать, вот такой, знаете, что-то героический город. Он так же, как и люди, он все выстоял, он выстрадал, и он сегодня зацвел. Конечно, Грозный сегодня изменился до неузнаваемости. К нему уже давно вернулась слава не только самого красивого города на Кавказе, он по праву считается одним из лучших в стране. И в свои 200 лет Грозный не только не постарел, а наоборот стал моложе и привлекательнее. Ислам Агамадов, Руслан Яхяев, Дауд Куруев, Новости 7. В последнее время Грозный чуть ли не изо дня в день становится все лучше и краше. Строятся новые объекты, достопримечательности приумножаются. Вместе с тем проводится огромная работа по его благоустройству. Озеленяются основные улицы и площади, в парках и других местах отдыха делается все для комфорта горожан и гостей столицы. Во дворах все чаще появляются современные детские площадки, в том числе для занятий спортом. Власть со своей стороны идет навстречу и того же ждет от жителей, которые в некоторых случаях, к сожалению, показывают свое небрежное отношение. Магомед Салтымурадов продолжит. Последние дни лета для строителей выдались особенно жаркими. Перед началом нового учебного года и наступления осени работы навалилось еще больше, чем обычно. Поэтому трудятся усерднее, чтобы уложиться в срок. В программу благоустройства социальных объектов Грозного вошли 95 учреждений. Это больницы, поликлиники, мечети и школы. В течение лета проделан большой объем работы. В рамках поручения главы Чеченской Республики мы подготовили программу по благоустройству этих объектов. И согласно этой программе все эти работы были выполнены.
Заметно преобразился и проспект имени Ахмата Хаджи Кадырова после установки металлических ограждений. Помимо эстетической красоты, ограждения выполняют еще и защитную функцию. На проспекте часто фиксировались нарушения со стороны пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте, создавая аварийные ситуации. Нередки случаи ДТП по их вине. Статистические данные свидетельствуют о чрезвычайной необходимости и полезности пешеходных ограждений, поскольку они физически перекрывают доступ пешеходов к проезжей части на неустановленных местах. Кроме того, эти конструкции препятствуют незаконным парковкам автомобилистов, а также посадке и высадке пассажиров из общественного транспорта в неустановленных местах. Такие металлические ограждения столичные власти планируют установить на всех основных магистралях города. Кованый дизайн наиболее удачно вписывается в общую архитектуру Грозного, считает мэрия. Немало работы столичные власти проделали в рамках исполнения программы по внутридворовому благоустройству Грозного. За счет проведенных работ преобразились десятки дворов. Произведено озеленение, установлены детские и спортивные площадки. Мы докупили в этом году 12 детских площадок. Все эти площадки нами по согласованию с префектурами районов переданы в управляющие компании, чтобы они в соответствии в дворах, где таких площадок нету, чтобы они эти детские площадки там установили. Планируем до конца года приобрести еще необходимое количество детских площадок для того, чтобы установить их в этом году. К сожалению, все работы в этом году мы завершить не успеем. Часть работ в связи с этим будет перенесена на следующий год. Детскими площадками оборудована только 5-я часть дворов Грозного. Их критически не хватает, поэтому дети часто не знают, чем себя занять в свободное от учебы время, говорят родители, и вынуждены искать альтернативу игровым площадкам. Хотели бы обратиться мы, чтобы нам сделали детскую площадку. Мы очень были бы благодарны, даже мы им помогли бы в этом. Детские площадки установят во всех дворах, обещают в мэрии. Вопрос лишь во времени. Процесс этот существенно затягивает вандалы, что громят все подряд. Эту площадку установили в начале весны, хотя в это и трудно поверить. Часть качели вообще отсутствует. Сломали, говорят дети. Другие по-прежнему стоят, но на них опасно играть из-за дефектов. Некоторые взрослые не понимают, что детские площадки рассчитаны только для детей. Вандализм не знает границ. Еще недавно это был функционирующий фонтан, который радовал местную ребятню в жаркие летние дни. Сейчас всего лишь котлован. Разрушен полностью. Видно, что взрослые постарались. Детям не под силу сделать такое. Вандалы не щадят даже многоэтажные дома. Громят и разрушают внешнюю отделку. Достают даже там, куда без лестницы, казалось бы, и не дотянуться. Возможно, используют травматическое или же пневматическое оружие. Бороться с вандализмом на улицах Грозного трудно. Хулиганы осторожничают и предпочитают громить без посторонних глаз свидетелей. Камеры видеонаблюдения не всегда спасают. Необходимо решить эту проблему, потому что важно не только строить и созидать, но и сохранить. Магомед Салтмурада, Руслан Яхе, Магомед Сулейманов и Дауд Куруев. Новости 7. В Чечне состоялся мотопробег с участием регионального отделения Всероссийского мотоциклетного клуба «Ночные волки». Его возглавил почетный представитель этой организации Рамзан Кадыров. Свой путь колонна начала в Грозном и доехала до Цинтароя. Передохнув, той же дорогой возвратилась обратно в столицу республики. Напомню, «Ночные волки» – это самый крупный клуб, созданный еще в 80-х годах. Но чеченское отделение открылось только в мае прошлого года, и за это время байкеры успели провести множество благотворительных акций. На этом все. Смотрите нас в следующее воскресенье. Мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях. Спасибо, что были с нами. Али Пелыш.